So I will teach on sanctification, Итак, друзья, буду обучать вас на тему освящения. our calling, our duty, our joy, our privilege, Это наше призвание, это наша святая обязанность, это наша привилегия, это, в общем, много всего. to be transformed into this most wonderful, beautiful character of Christ. Чтобы мы могли преобразовываться в этот удивительный и прекрасный образ или характер Христа. For some Christians, at least in the West, sanctification is a bad word. Для многих христиан на Западе, когда они слышат слово освящение, им дурно. When they hear this word, they think about heavy duty and an impossible task. And Знаете, когда люди a слышат burden. слово освящение, это часто ассоциируется у них с какой-то скукотой, с каким-то бременем, с какой-то вообще ужасной обязанностью. And they don't like to hear about it. И люди не очень любят на эту тему слушать. So in the West, I would never start with, I'm going to teach on sanctification. I will not tell Поэтому this. на Западе я никогда не могу сразу заехать с предложения «сейчас будем говорить на тему освящения». I would not announce the subject in advance. Более того, я никогда не стану заранее объявлять название подобного семинара. But I would hide it in some special words. Да, я буду это маскировать во всякого рода слова другие. So let's start with thinking about the tremendous privilege that we have as children of God. Поэтому давайте для начала поговорим об этой удивительной чести или привилегии, которая нам дана как детям Божьим. Let's think about Romans 5, verse 8. Давайте с вами посмотрим Римлянам 8:5. God demonstrates His love towards us. Это Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Give me a sign that finally you will agree and then I will die for you. Интересно, что Бог не ждал и не говорил: «Ну ты мне дай сначала свое согласие, и тогда на основании твоего согласия мой сын пойдет и умрет за тебя». He died for us even before we were considering turning our life over to God. Интересно, что Бог отдал своего сына за нас еще до того, как мы даже задумывались над тем, чтобы к Богу-то вообще обратиться. And then in verse 10 it's even stronger. И дальше в 10 стихе это еще что-то такое более выразительное. When we were still His enemies. Если мы в прошлом враги Богу, Can you see yourself as a former enemy of God? скажите, вы воспринимаете себя как человека, который некогда враждовал с Богом? Do you see your attitude? I don't want to hear about the gospel. I don't want to think about God. I just want to live my own life. Do you see that as enmity against God? Осознаете ли вы, что состояние внутреннее, когда мы не хотим ничего думать о Боге, мы не хотим вникать в какие-то эти вещи, они помещают нас в состояние враждебности по отношению к Богу как таковому? Or do you look at your past and say, well, I was always a good person? Или вы все еще смотрите на свое прошлое и говорите: «Ну, я, в общем-то, был приличным, нормальным I человеком. always loved God. Я всегда Бога так или иначе любил». It's very, very important how you look at your past before you turn to Christ. It's very Друзья, important. на самом деле нам очень важно иметь трезвое понимание того, кем мы были, до того, как мы обратились к Богу. Some time ago, there was a young man. He came to me and he wanted me to disciple him. Какое-то время тому назад ко мне обратился один молодой человек, и он попросил, чтобы я его наставлял в вопросах веры. He was even leading worship in this little house church. Забавно было то, что он вел прославление в своей небольшой домашней церкви. And he saw the need for discipleship and he came. И он видел нужду в своем сердце, в ученичестве, чтобы его кто-то наставлял, и он обратился. And I'm so amazed about the miracle working of the Holy Spirit because He knows everything. And with a few moments and few questions, He just comes directly to the root of the problem. Знаете, я благодарен Богу за Его благодать, потому что человек это такой смышленый, он за короткое время, рассматривая какие-то вопросы, очень быстро подходил к ключевым аспектам той или иной темы.
We see the God in the Bible is the God who knows how to ask questions. Более того, библейский Бог, Он какой? Это тот Бог, который знает, как задавать вопросы. And he's asking questions not because he's lacking some information, И Бог способен задавать вопросы и любит их задавать не потому, что Он хочет что-то новое узнать, but he's asking questions to reveal our heart. но Он задает нам часто вопросы, потому что Он хочет, чтобы содержание наших сердец сделалось явным для нас самих. So that we can clearly see what is in our heart and be shocked and repent and Чтобы become мы true and honest. сами могли увидеть своими глазами, что живет в нашем сердце, впасть в ступор и в шоковое состояние от этого, в пепле покаяться и сделаться, наконец-таки, людьми честными с собой. So in my life, I had several serious encounters with God where he asked me questions. И в моей жизни я пережил достаточно много, там, можно сказать, череду таких ситуаций, когда я сталкивался с Богом, и Бог мне задавал разные вопросы. When I say serious encounters, that doesn't mean it was very dramatic, supernatural. It was just God clearly asking a question. Знаете, и когда я говорю серьезные переживания, я не подразумеваю, что это было, знаете, дым и зеркала. Это не было чем-то очень драматичным, но когда ты понимаешь, что Бог конкретно что-то у тебя спрашивает. And every time it opened a new dimension of my walk with him. И каждый раз это ставило меня на новые рубежи в моем хождении с Богом. So I saw it in the Bible, how important it is to ask questions, and I saw it in my own life, Поэтому могу how сказать так. beneficial it is. Я понимаю это из Писания, я увидел это в своей жизни, насколько важно, чтобы Бог имел такую возможность задавать нам вопросы и какую пользу это все приносит. So I prayed many times, Lord, teach me to ask the right Поэтому questions. я очень часто молился и молюсь, я говорю: Бог, ну ты и меня научи, в свою очередь, задавать правильные вопросы. Because we don't have time to waste our time with endless discussions and trying to find out something. Потому что нет у нас столько времени, мы просто не можем себе этого позволить, чтобы вести бесконечные дебаты и бесконечные разговоры и обсуждения чего-то. One question of Jesus, and the whole heart was revealed. Иисус задает тебе всего лишь один вопрос, и сердце твое делается явным. This is one of the aspects of his heart and his dealing with people that I like so much. И, честно сказать, мне это очень нравится в сердце Иисуса, в то, как Он обращается с людьми. One time we read the disciples were walking without Jesus and they were discussing who's the greatest among them. Помните такой момент, когда в Евангелиях ученики идут, и Иисуса не было с ними, и вот у них дискуссия, кто из них самый крутой? Imagine they lived with Jesus and then they were trying to find out who's the greatest among us. Это люди, которые провели достаточно много времени со Христом, а потом подвернулась им возможность, и они все в обсуждениях того, кто из них самый великий. And when they came back to Jesus, he asked them, what were you discussing on the way? Знаете, и когда они подошли к Иисусу, Иисус им говорит: а о чем это вы там разговаривали по пути And сюда? immediately by this question, their eyes were opened how stupid this discussion is. Знаете, и вот одним таким простым вопросом Иисус моментально открывает, это людям вдруг становится понятно в свете такого вопроса, насколько их обсуждения глупы. There are many interesting stories in the Bible where God is asking questions. Wonderful. И I в like it. реальности в Библии очень много разных историй, где Бог задает разные вопросы, и это очень прикольно. So I prayed many times, Lord, give me this gift, this wisdom to ask the right question. И поэтому я в свою очередь молился и говорил: Господь, научи меня задавать правильные вопросы. So here I sat with this young man who wanted to be discipled. Итак, возвращаясь к этому молодому человеку, который попросил, чтобы я его наставлял, And I asked him, и я ему задаю вопрос. can you look at your past life before you came to Jesus and say, I was so evil, I was so bad, I was so mean that if God would throw me into hell, he's a just and righteous God. И я ему He говорю, cannot be accused. оборачиваясь на твою прошлую жизнь, можешь ли ты согласиться с тем, что ты был мерзким, ты был злобным, ты был настолько испорченным человеком, что если бы Бог
захотел бросить тебя в ад, это было бы совершенно справедливо. And he was not hesitating, he was not thinking immediately. He said, no. И знаете, и человек без всякого размышления, без всяких там каких-то сомнений говорит, да нет, в общем-то. And that told me he's not converted. И знаете, о чем мне это сказала? Этот человек даже не обратился ко He Христу just все went еще. through Christian socialization. Да, этот человек Process прошел of курс adapting to Christian culture. христианской социализации, этот человек приспособился и обучился христианской культуре поведения. He would admit, yes, he did some terrible bad things. Да, он мог сказать, ну, конечно, я там пакостил иногда. But that's not the whole picture. He did also many wonderful things. Но вы же понимаете, вот эти все пакости, это же мелочи жизни на фоне всех тех прекрасных вещей, которые я делал тоже. So there were some bad works, but also there were some good works. Поэтому дела у меня были и плохие, и хорошие. But a holy God throwing him to hell for what he has done, Но чтобы this was unthinkable for him. святой Бог был справедлив в том, чтобы бросить его в ад, это просто что ты? Это за пределами. And I told him, you need to pray to get a revelation about the cross. И я ему сказал, друг, тебе нужно пойти и начать молиться и просить, чтобы Бог дал тебе откровение о кресте. Why did Jesus die? Зачем Иисус умер? Where's the connection to your life? И какое это имеет отношение к твоей собственной жизни? Because the Bible says he was punished in my place. Потому что Библия говорит мне, что Иисус был наказан вместо меня. That means the punishment that he bore, this was my punishment. Другими словами, то наказание, которое по праву предназначалось для меня, его Иисус пережил на моем месте, вместо I меня. deserve to be cut off from the presence of God for all eternity. И я своей жизнью, в общем-то, заслуживал только того, чтобы быть оторванным от святого Бога. So I talked to him seriously. You need to pray to get a revelation how God sees your past and what the righteous judgment of God for your sin is. И я ему сказал, друг, молись, чтобы тебе понимать, что из себя представляла твоя жизнь и каков праведный суд, который предстоял тебе за это. That was the last time I saw this man. И знаете, это была с ним последняя у меня встреча. A few months later, I saw him Я увидел его несколько месяцев on the спустя. internet Я в интернете его увидел. teaching about esoteric, stupid stuff. Знаете, этот человек сидел и обучал там некой христианской эзотерике. But he pretended to be a Christian. He thought he's a Christian. Но знаете, было примечательно, что человек этот думал, что он христианин. He was practicing to lead people in worship with his keyboard. Знаете, он на своем рояле играл и приводил, как ему казалось, людей к некоему Богу. But had no revelation about the grace of God. Но у этого человека не было откровения о том, что по сути из себя представляет Божья благодать. And that's why he didn't have an assurance of being a child of God. Именно поэтому, знаете, он же обратился с чем? У него не было уверенности в том, что он Сын Божий. Do you know that you're a child of God? Я ему говорил, ты понимаешь, ты осознаешь это, что ты дитя Божие, что You ты know Сын what Божий. his answer was? И знаете, что он мне говорил? Well, if we assume the Bible is true, Если мы предположим, что Библия — это истина, then the Bible says if you call Jesus your Lord, then you are saved. So by this way, I can assume I'm saved. да, и он говорил, но Библия нам говорит, что если всякий, кто призовет имя Господне, спасется, исходя из этого я могу предположить, что я спасен. This is just a mental construction in your thought life. This Знаете, has nothing to do with reality. интересно, что это некая цепочка логическая в голове человека, которая не имеет никакого отношения к духовной реальности. The Spirit gives witness to Почему? your spirit that you are a child of God, Потому not you что hope to be. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это не некая надежда, к которой мы стремимся в будущем. No one have to tell you that, and no one have to confirm you И into this никто не idea. должен тебя в этом утверждать, как-то тебя уверять в этом понимании. Это есть и все.
It's just a reality on the inside. Это внутренняя реальность, в которую попадают люди. And even if the most influential Christian leaders would raise up and say, "You are not a Christian," I'm sorry, I know I am. Знаете, и must даже be если wrong. какой-то крутой там духовный лидер встретится тебе на пути и скажет: знаешь что, ты на самом деле не дитя Божье, мы скажем: ну, ты можешь оставаться при своем мнении, но я знаю это внутри. Я знаю, что я знаю. This assurance has nothing to do with what people say about you. Эта внутренняя уверенность не имеет никакого отношения к тому, что какие-то люди вокруг нас It's a говорят. spiritual о нас. reality. You know that you know. Это внутренняя реальность, когда я знаю, что я знаю. No discussion, no doubt, no Да, nothing. нет сомнений, никаких-то там, я не знаю, обсуждений этого. Это понятно нам. But it is important that we see our past with the eyes of God. Но при этом мы же понимаем, как раз-таки и важно увидеть свое прошлое Божьими глазами. Let's look at a passage in Ephesians chapter 2. Давайте откроем с вами The first three Ефесянам, verses. Ефесянам 2 главу, And here Paul describes our spiritual, первые 3 or стиха. he evaluates our spiritual life before we became a Christian. Здесь Павел дает оценку нашему духовному состоянию до того, как мы обратились ко Христу. Can you just read it? Итак, Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих. Three verses. «Вы были мертвыми из-за ваших беззаконий и грехов, в которых пребывали, когда жили по обычаям этого мира, по велениям властителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто не послушен Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев». This is how God sees our past. И интересно, что это то, как Бог воспринимает наше прошлое. When we thought we were free, we just do what we want to do. В тот момент, когда мы все могли жить в обольщении, что мы какие-то очень свободные люди, делающие только то, что мы сами хотим. We followed the pattern of Satan. Писание нам говорит, что мы все следовали повелениям или каким-то путям, можно так сказать, дьявола. He was the first one who invented this slogan, "I do it my way." Потому что он был первым, кто с лозунгом вышел «все будет по-моему». I don't accept any authority. I'm my own authority. Я I не just do принимаю it as I над want. собой никакой власти, я сам себе власть и сам себе голова. Пойду и буду делать все, что мне хочется. This is what the Bible says. Это то, что говорит нам Библия. We had no chance whatsoever. У нас не было, друзья, с вами никакого шанса. We were lost. Мы были потеряны. And we see in his writings, Paul many times refers to his past. И интересно, что Павел в своих посланиях очень часто апеллирует к своему прошлому. Not in order to condemn himself, Причем далеко не с целью того, чтобы как-то там себя бичевать, but to condemn his past, his sins, но для того, his чтобы lifestyle of rebellion and pride. осудить то, кем он раньше был, то, как он раньше жил, его жизнь бунта и непослушания Богу. And Paul says, "Be my imitators." И Павел нам говорит: подражайте мне. So it would be a good habit again and again to think about where you come from and what a great salvation has been given to you without you deserving it. Поэтому, друзья, очень нам важно именно с такой позиции вспоминать о нашем прошлом, потому что это приводит нас к пониманию того, насколько великое спасение было даровано нам в то время, как мы этого с вами никто не заслужил. I tell you, after almost 50 years walking with Jesus, this Romans 5, 8, and 10 is more precious to me than 20, 30, 40 years ago. Я, друзья, могу вам сказать так, что я следую за Христом 50 лет из своей жизни. И сейчас для меня эти стихи из 5 главы Римлянам, они для меня гораздо дороже, чем то, что я, например, то, как я это воспринимал там 20 или 30 лет тому So it's назад. very helpful to think where we come from, what we have done, what we deserve, Поэтому, друзья, and what нам we got. важно не забывать то, откуда мы все с вами вышли, как мы раньше с вами жили и что нам было даровано. Beauty for ashes. Знаете, это красота, это венец вместо пепла. What a grace.
Это что за благодать такая? David prayed in Psalm 51, "Restore unto me the joy of your salvation." Это как молится Давид в 50-м псалме и говорит: «Верни мне радость моего спасения». This is a line that is very dear to me because in the early days of my Christian walk, there was a very famous Christian singer, Keith Green. Да, для меня этот стих особенно важен, и дорог для меня из Писания, потому что в момент моей юности, когда я обратился ко Христу, был один автор, Keith Green, который, I'm sure most of you have never heard his да, name. которого большинство из вас даже его имени никогда не But he had слышали. a song from this Psalm 51, "Create in me a clean heart, Но O у него God." была такая прекрасная песня из 50-го псалма: «Сердце чистое сотвори во мне, And Боже». then, "Restore unto me the joy of your salvation." И потом: «И верни мне радость моего спасения». That's so important. Let it not go, let it not be stolen from you. Друзья, очень важно Hold on to это. the joy of your salvation. Это очень важно удержать нам радость нашего спасения. Да не украдет, да не похитит это никто у нас. Look at your past, look at what you deserved, and look at what you got and what you Вспоминайте will get о вашей for старой жизни. eternity. Вспоминайте о том, чего это заслуживало. Вспоминайте, что вам было дано и что теперь вы унаследуете вечности. Then we come closer to the heart of this song, Amazing Grace. Да, и тогда мы подходим к основной идее этой прекрасной песни «О благодать чудесная». What a great gift is given to us. Да, люди сейчас у нас радостно ее споют вам. Этот великий дар, который был дарован нам. And we should fight that this joy is not being stolen from us. Друзья, и нам следует сражаться постоянно за то, чтобы никто не похитил этой радости нашей. So therefore it's a good prayer. Restore unto me the Поэтому joy это of your замечательная salvation. молитва. Господь, верни мне радость Твоего спасения. Это даже лучше. Not only I was a child of the devil, but I escaped hell through the cross, and now I have the privilege to get to know this wonderful God. Знаете, это так прекрасно осознавать, что ты был достоин осуждения, ты был потерянным человеком, но Бог нашел тебя, и теперь тебе дарована честь и привилегия узнать этого Бога. And I have this great privilege that I can take revenge on the devil. Знаете, и это еще тоже часть интересной привилегии, что я могу отомстить дьяволу в некотором смысле. How? Как? By spitting at the devil, cursing at him. Да, думаете, No. да, мы сможем плевать на него, проклинать его или там что-то говорить. By doing whatever we can do to demonstrate the heart and the character of Christ. Нет, это когда я могу отомстить дьяволу за все прежние годы тем, что я могу явить этому миру характер и сердце самого Христа. What a humiliation for the devil that Какое- his former victims now show him the character of Christ. What a victory. Знаете, What a defeat. Это такая победа наша и такое его великое поражение, когда мы можем унижать и позорить дьявола, будучи его старыми, некогда рабами и жертвами, теперь в лицо ему показывая характер Христа. Is this an inspiring thought? Вам это не кажется очень вдохновляющей мыслью? Remember what the devil has done to you. Вспомните, попомните, друзья, все, что дьявол сделал And вам. now you take revenge on him А теперь отомстите ему by holiness, святостью living a жизни, life that is pleasing unto God, жизнью, которая угодна Богу. and being a living proof of the power of redemption that was given to us at the cross. Когда я являюсь ходячим доказательством и свидетельством великого искупления, которое было даровано нам на кресте. What a privilege. Друзья, это такая привилегия нам дарована. And not only we drive the devil mad, but we make our Father glad. Знаете, и прекрасно это в этом то, что и дьявола мы с ума сводим, и Отца радуем. Because there's nothing he loves more than his son Jesus. Потому что Отец больше всего любит своего Сына Иисуса. And he has called us
to be changed into the image of His Son, И Он призвал нас изменяться в образ Своего Сына, to make it known, to make it public to the whole world чтобы that there's публично no one greater and more beautiful and more pleasant than His Son. провозгласить этому миру, что нет никого прекрасней, что нет никого достойней, что нет никого приятней, чем Его Сын Иисус. So sanctification is a privilege. К чему я это веду? К тому, что освящение наше – это великая привилегия. People are deceived if they think this is a heavy subject and please, let's go to some more pleasant things. Знаете, люди обманываются, когда они говорят, ну что, вот заладили освящение, давайте о чем-нибудь более приятном поговорим. We glorify God by being changed more and more into the image of His Son. Друзья, а как мы Отца нашего прославим? Тем, что мы преображаемся все более и более в подобие образа Его Сына. And the reason why people get this deep sigh, oh, holiness, sanctification, because they don't know the word. Люди вздыхают очень томно. О, святость, о, освящение. Это потому, что люди не знают Слова Божьего. They don't like to think about holiness. Знаете, людям не нравится думать о They get святости. sad because there are all these wonderful things that the world offers, and they're not allowed to touch it. Oh my Знаете, goodness. о, святость это что? Столько всяких классных приколюх в этом мире, а трогать нельзя. Вот ужас-то какой. Can you imagine the worshiping angels in heaven? They desire only one night to be on earth and to watch this stupid stuff on television. Вы можете себе представить, что ангелы, которые восхищены Божьей святостью, они на самом деле там корячатся день и ночь с единственной мечтой на одну ночь смотаться на землю и посмотреть какую-нибудь чухню, которую смотрят люди. For them, it would be a punishment to be forced to watch some of the stuff that many Christians enjoy every night. Знаете, для ангелов это было бы пыткой, я уверен, посмотреть некоторые вещи, которые с таким наслаждением христиане по вечерам смотрят. And then you find Christians, do I really have to give up these romantic movies? Знаете, и ты потом начинается, христиане спрашивают, ну что, я даже не могу вот эту романтическую мелодраму посмотреть, что I ли? cannot imagine to living without this. О, как я буду жить без всего этого? Why is it so? Друзья, почему это так? Because they don't know the privilege of living a pure life. Потому что люди не понимают сути привилегии жить чистой жизнью. They don't know the enjoyment of having a clean conscience. Знаете, люди как будто бы не понимают, какая это удивительная, прекрасная вещь жить с чистой совестью. And coming to church on Sunday morning without the fear that someone comes up and, well, what did you watch on TV last night? Знаете, и когда у людей нет этого ужаса в сердце, что сейчас они придут в воскресенье на собрание, а кто-нибудь полезет к ним с расспросами, а что ты вчера смотрела на ночь Дездемона? And they sit and hope and pray that the gifts of the Spirit are not in function. Да, они, знаете, сидят и молятся за то, чтобы дары Духа не работали в церкви. Because the word says we prophesy and the hidden secrets of the heart will be revealed. Потому что касательно пророчества написано в Новом Завете, что они пророчествовали, и сокровенное и сокрытое человеческих сердец становилось явным. Oh Lord, Ужас. please let it not happen this Sunday. Да, и люди молятся, Господь, лишь бы не в это воскресенье. I promise I will do better next week and Я then maybe next постараюсь Sunday. на следующей неделе как следует жить нормально, и тогда, может быть, через воскресенье пусть дары работают. But next Sunday the same story. Понимаете? А потом мы из воскресенья в воскресенье одна и та They же know мысль. what to do, but they don't do it. Знаете, это люди, которые знают, что должно делать, и And they не don't have a делают. clean conscience. И они приходят, и сердце у них, совесть у них нечистая. And without a clean conscience, we cannot enjoy the presence of А God. какой Cannot. человек с нечистой совестью может приходить в Божье присутствие и наслаждаться им? We not just need to hear the call for sanctification, Друзья, поэтому важно нам очень не просто выслушать этот призыв к личному освящению, but we need to see why it is necessary and how it can be done. но нам следует принять и понять, почему в этом есть такая удивительная необходимость и как мы можем
прийти к этому в нашей жизни. And we need to hear the word of God by the help, the interpretation of the Holy Spirit, важно not the нам, spirit of condemnation. Чтобы Слово это нам оживотворял Дух Святой, а не как-то подгружал нас дух осуждения при этом. See, for some, when they see this word or hear this word, God says, I'm holy and you must be holy also. They just shrink. Я понимаю людей, Oh, Lord, которые no. по-своему, они читают, например, этот удивительный стих Писания, где Бог говорит: «Будьте святы, потому что я свят». И люди моментально хвык и поджимаются внутри. Because they consider holiness as an impossible task. Почему? Потому что подсознательно людям кажется, что святость – это недостижимая The цель в goal их жизни. that they are convinced they will never reach. Такая это цель, которой никак, любыми усилиями ты как будто бы не придешь к Because этому. they do not hear the word of God interpreted by the Holy Spirit. Потому что часто люди это воспринимают через призму самоосуждения, но не позволяют Духу Святому им это слово истолковывать. And they see a very angry God who's demanding something that we don't have Люди- and we cannot produce. Некоторые моментально начинают представлять себе злобного, строгого Бога, который требует от нас просто невозможного, чего-то такого, что нам не выдавить из себя. And they have not yet understood that every commandment of God is a promise. И это люди, которые все еще не начали понимать, что любая Божья заповедь одновременно является обетованием. When God says, I'm holy and you shall be holy also, doesn't he know that you cannot do it? Да, когда Бог говорит: «Будьте святы, как я свят», разве Он не представляет, что нам это невозможно? You were educated by the devil. Знаете, люди с таким мышлением были наставлены дьяволом. You have a wrong mindset. You have wrong values, wrong understanding of life. Но у людей, у таких очень странное представление о жизни, о Боге, о ценностях. There's no power in you to overcome sin. В вас внутри нет никакой силы, чтобы You're totally самостоятельно преодолевать грех. Каждый из нас по своей сути беспомощен, друзья. And then some would say, yes, I know, this is my problem. Знаете, и многие, может быть, сидят и говорят: ну, в этом убеждать меня не надо, я и так убежден в But этом. others say, that's why I trust the grace of God. А другие скажут: именно поэтому, потому что я сам так беспомощен, я и уповаю на Божью благодать. Because not only I know that I cannot do it, but He knows also that I Но- cannot do it. Я рад, потому что не только я знаю, что я ничего не смогу, но и Он знает And тоже. He has promised И Он to do His пообещал мне work in my life. сделать работу в моей жизни. 1.5, 2 years of my Christian life were very, very difficult. Первые пару лет моей христианской жизни были у меня непростыми. I understood God demands obedience. Потому что я осознавал, что Бог требует от меня послушания. And at the same time, I saw so much resistance and so much rebellion and inability to do the will of God. Знаете, но внутри себя я наталкивался на такое сопротивление, бунт и нежелание, и даже неспособность следовать воле Божьей. And for a long time, this was a big, big challenge and a reason for condemnation. И долгое, достаточно продолжительное время в моей жизни я очень из-за этого расстраивался и жил в таком неком самоосуждении. But when I got revelation about the nature of the new covenant, Но когда я понял, в чем состоит сущность Нового Завета, that God promises to do in me what I cannot do, что сам Бог пообещал сделать внутри меня то, чего я сам сделать внутри себя then не the могу, relief came. The тогда light с came. этим пришло это чувство облегчения. And this heavy burden of condemnation, of failure after failure, and feeling bad about this circle was broken. Тогда вот этот порочный круг, когда ты терпишь неудачу за неудачей, и ты изжираешь себя за это, этот круг был разрушен, разорван в моей жизни. Let's look at Ezekiel 36. This is one of the big promises in the Old Testament about the new covenant. Давайте с вами откроем Иезекииля, 36 главу, где содержатся одни из самых прекрасных обещаний касательно Нового Завета. «Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь,
Я очищу вас от всякой нечистоты и от всех ваших идолов. Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. Я вложу в вас моего духа, чтобы вы следовали моим установлениям и тщательно исполняли мои законы. Notice these verses don't speak about what you have to do, but what God is promising to do in our life. Обратите внимание, эти стихи не говорят о том, что мы должны делать со своей стороны. Они говорят о том, что сам Бог клянется сделать в нашей жизни. So many believers who don't understand the new covenant, they look at the commandments, and the more they look at them, the more frustrated and hopeless they get. Знаете, многие люди, они, не понимая сути Нового Завета, когда люди начинают читать Божьи заповеди, это производит на них вот такой очень неприятный эффект. Чем дальше они читают, тем хуже им становится. And they don't understand the commandments are not given that you try to fulfill them. И заповеди эти не даны для того, чтобы мы их своими силами исполняли. The law is given that you are totally convinced you can never do this. В частности, весь закон Ветхого Завета был дан для того, чтобы убедить каждого из нас, что мне, как человеку, это вообще не под силу. And the reason why you cannot fulfill God's commandment is not because you're not sincere enough, because you don't try hard enough. Знаете, и неспособность исполнить Божьи заповеди, она не упирается в то, что мы недостаточно стараемся или мы недостаточно искренние люди. The only purpose of the law is to convince you that you are utterly helpless. You cannot do it, you will never reach it. Предназначение законов Ветхого Завета было дано для того, чтобы каждый из нас пережил эту собственную внутреннюю беспомощность и осознание, что я своими силами этого никогда не исполню. At this moment, you don't get drowned by hopelessness and И суть despair. в том, чтобы в этот момент не потонуть от чувства беспомощности и отчаяния. But you lift up your head and says, because I cannot, and God knows that I cannot, He does it for me. Но когда я могу поднять свои руки к Богу и сказать: слава Богу, я знаю, что не смогу, и Он знает, что я не смогу. Спасибо небесам, что Он это сделает через As меня. soon as you are convinced that you cannot do it, you can stop looking at you. Знаете, в Because тот there's момент, nothing you can find. когда наше сердце убеждается в том, что мы в себе должного ресурса исполнить это не находим, мы тогда наши глаза и убираем с себя самих, потому что мы знаем, нам там ничего нового не найти. So if people say, I try, but I cannot reach it, but I will try tomorrow more hard and more sincere, and I hope one day. No, Знаете, let them be totally hopelessness and друзья, desperate. поэтому в определенном смысле позвольте людям, которые говорят: ну я старался, но что-то не могу, завтра постараюсь еще, может быть смогу. Вы оставьте таких людей в покое, потому что им нужно дойти до осознания своей собственной никчемности. Many В этом Christians who смысле. don't know the new covenant, they got stuck in Romans 7. Знаете, They know what to do, and they try to do it, and they cannot do it, and they're многие frustrated. христиане застревают в Римлянах в 7 главе, когда они знают, что должно делать. Они не могут этого делать, и они чувствуют осуждение за это. And they just listen to the devil. You did not really repent. You must be more committed. You must be more sincere. Знаете, и они сидят и слушают бесконечное обвинение дьявола. Ты что-то недостаточно постарался, ты недостаточно напрягался, ты не был достаточно искренним и истинным. Like Paul says, the good things I have to do, I want to do, I cannot. Знаете, это как Павел говорит про эту дилемму. Есть много всего того, что я знаю, что мне должно делать, и я хотел бы это сделать, но ни разу не могу. And the bad things I don't want to do, I do all the time. А то дурное, чего делать не хочу, все время делаю. Some confused theologians want to tell us this is the normal Christian life. Знаете, есть некоторые странные теологи, у которых у самих некое смущение в голове есть, они хотят убедить нас, что это и есть подлинное, нормальное состояние каждого христианина. Вот то, о чем Павел писал. So the idea of salvation is
we just miss hell, but we have the misery of trying to live a Christian life, and we are totally aware of we cannot. This is salvation. Stupid. Знаете, они говорят, ну что такое спасение? Это осознание, что ты бы хотел делать что-то хорошее, но ни разу не можешь. Ну, и в этом все спасение. Просто When Paul осознавать. describes his hopeless situation, the good things I want to do, I cannot, and the bad things I don't want to do, I Вот do она, them. жизнь, друзья, такая. И такое вот спасение. То хорошее, что хочу делать, не могу. Все дурное, что не хочу делать, делаю. Ну вот такая вот реальность жизни. That's not the end of the story. Друзья, слава Богу, это же не What конец. comes, the cry then, what must I do in this helpless situation? I say it with my words. Да, поэтому следующий шаг – это, моими словами, если сказать, Господь, что же нам делать в этом состоянии беспомощности? And what is the answer? Thank God, what I cannot do, Christ is doing for me, and He did for me. И ответ такой, слава Богу, то, чего я сам не могу, Христос может и будет делать через меня. Romans 8, Римлянам 8 1 глава, and 1-2 стих. The law of the Spirit that makes alive in Christ Jesus Закон Духа жизни во Христе Иисусе has set me free from the law of sin and death. освободил меня от закона греха и смерти. And before your eyes get opened, you look at this verse and say, I wish I could say this. Знаете, многие люди, у которых нет понимания правильного, они читают эти стихи и говорят, как бы мне хотелось вот это тоже про себя But I must сказать. be honest, my life proved that I cannot agree with Paul. Но, честно сказать, моя жизнь доказывает, что пока что с Павлом я не могу I согласиться. need to try harder. Наверное, надо больше Maybe напрягаться. one day I can agree with Paul. И тогда я смогу с Павлом согласиться. But until then, I have to fight and to suffer and А be до этого miserable. момента мне придется сражаться, проигрывать и быть просто в ужасном состоянии. And the whole reason of this unnecessary, miserable situation is because people do not understand the glory of the new covenant. Знаете, и это все упирается в непонимание славы Нового Завета. So look at Ezekiel 36. Возвращаясь к Иезекиилю 36 And главе, notice how many times God says, I will, I will, I will. обратите внимание, сколько раз в этом отрывке Бог говорит, и я сделаю то-то, 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 я это буду производить. I will pour clean water over you. I will О, я окроплю вас чистой cleanse you водой. from all О, uncleanness. я очищу вас от всякой нечистоты. I will cleanse you from all your idols. О, я очищу вас от всех And I ваших will идолов. give you a new heart. И я дам вам новое And I will сердце. take out the heart of И я stone. соберу у тебя каменное And give you a heart сердце. of flesh. И дам тебе сердце плотяное. And I will put my spirit in your innermost И я being. вложу духа твоего во And внутренность I твою. I will accomplish that you walk in my statutes and my И commandments. я сделаю так, чтобы вы следовали моим установлениям God says, и моим законам. Trust me, I will make you an obedient person. Друг мой, Бог тебе говорит, доверься мне, я сделаю из тебя послушного I человека. remember when I saw this the first time, the Знаете, Holy Spirit и я showed it to помню, me. когда я сам первый раз с этим столкнулся, Дух Святой мне это What показал. I tried to do so many times to give me an obedient heart, God says, I do it. И знаете, я там пыхтел и говорил, ну, Боже, ну дай мне это послушное сердце. Бог говорит, да перестань ты, я тебе его дам. And my first response was, oh God, your faith is great. Знаете, и когда мне Бог такое сказал, я как на это отреагировал? Сказал, Боже, у тебя великая вера. Turning me in an obedient person. Whoa! Ты пообещал, что ты сможешь преобразовать What меня a miracle. в послушного человека. Да это же чудо из Seems чудес. to be more impossible than the creation of the universe. Потому что часто такая задача нам кажется даже нечто большим, чем создание всей Вселенной. And I realized my whole focus was my little strength and my little Знаете, sincere я efforts to вдруг be понял, righteous. что я был сосредоточен на вот своих вот этих маленьких человеческих каких-то желаниях добиться некой праведности.
But here God says, I will do it, I will do Но it, I здесь will do Бог it, I говорит, will я do it. сделаю это, и вот это тоже я сделаю. He promised it, he will do it. Он пообещал, что он это сделает. Don't trust your little strength, trust his big Не strength. уповай на свою мелкую, человеческую, маленькую крепость, уповай на его великую крепость. Let's turn to Romans 7. Давайте откроем Римлянам О, 7 главу. What a revelation I Это got просто from that. фантастическое откровение, которое я некогда извлек. God began to teach me about the new covenant. Когда Бог начал учить меня Новому Завету. If you boil it down, the old covenant says, do this, do this, do this. And then when you have done everything, then you will live. Знаете, Ветхий Завет можно свести к чему? Сделай вот это, вон то, и еще вон то. И тогда, когда ты все это сделаешь, ты будешь жить. The problem is you never come to a place where you can say, I've done everything. Знаете, но по-человечески понятно, что никогда мы не дойдем до такого места, где мы скажем, ну вот, Боже, сделал я все. And therefore no life, no peace, no joy, И поэтому no security in the love of God. нету там ни уверенности, ни защищенности, ни покоя в любви Божией. А это недостижимо. This is the law. Это Do закон. these things and you will live. Вот это сделаешь и будешь жить. But the new covenant, Но Новый Завет, you receive life. ты принимаешь That's жизнь. not speaking about your heart pumping blood. Ну и понятное дело, что речь не идет просто о перекачке крови сердцем. Jesus says, I've come to give life. Иисус сказал, я пришел для того, чтобы дать тебе жизнь. Because before we received life from Jesus, we were dead. Потому что до того момента, когда мы приняли жизнь от Иисуса, в реальности мы все были мертвыми. In God's sight, we were all dead in В our Божьих sins. глазах мы все были мертвы по нашим беззакониям и грехам. We didn't have the life of God. В нас внутри ни у кого не было Божьей жизни. And therefore Jesus says, I've come to give you life. Поэтому Иисус сказал, я пришел для того, чтобы This is- дать вам жизнь. Some people think eternal life, this is speaking about the length of time. Знаете, иногда, когда люди слышат выражение «жизнь вечная», им кажется, что речь идет о времени. No, what we call Это какая-то очень долгая what жизнь. we call eternal life is a different quality. It's the God kind of life. Но вечная жизнь – это жизнь другого качества, которое есть у самого Бога. And that has been infused into your spirit when you became a child of God, И when you were когда born again. ты родился свыше и сделался ребенком Божьим, эта жизнь была впрыснута или вложена в тебя. Во. And our problem is not that we need more strength. Our problem is we need revelation to see what we have got. Знаете, и проблема у нас заключается не в том, что нам нужно больше силы для того, чтобы напрягаться лучше, а нам нужно иметь больше понимания и откровения того, что мы с вами уже приняли. Because the whole Christian walk is by faith. Потому что все христианское хождение, оно же делается верой. If we don't know what we have received, Если we мы cannot не believe it, понимаем and we то, cannot put что it мы into приняли, practice, and we will not experience it. мы не сможем в это верить, мы не сможем это реализовывать в своей жизни, и мы не сможем иметь от этого благословения. So our eyes need to be opened. Поэтому глаза у нас What do должны we have received? открыться What is it? на то, что мы приняли. Что мы приняли, And друзья? some people think, oh, forgiveness of my past sins. Да, прощение моих старых грехов. But now I must make sure that I never sin again. А теперь мне что, надо напрячься, чтобы больше не грешить. Of course, we should not sin, yes. И да, и нам не стоит грешить, друзья. But if you Аллилуйя, think аминь. this can be reached by your strength, you are Но misled. если вы думаете, что вы сможете достичь этого своей силой, вы ставите себя в совершенно жалкое That's why положение. Paul put such a strong emphasis on the spirit of wisdom and revelation to understand what we have got. Именно поэтому Павел так налегает на духа премудрости и откровения, который один способен явить нам то, что мы по-настоящему получили. Thank God that we were sinners and now became obedient. We were made obedient to his commandments from the heart. Obedient
from the Итак, Римлянам 6:17. «Но благодарение Богу, что вы, хотя и были рабами греха, You say, Paul, what are you talking решили about? всем сердцем». I was slave of sin. I still am. Знаете, ну некоторые люди говорят, ну что ты, Павел, ты тут прошедшее время упоминаешь, были рабами. Look Я-то, at к my- сожалению, все еще в этом состоянии Look at нахожусь. my lifestyle. Look Ты, the Павел, bad fruit that is Посмотри there. на мой образ жизни, посмотри на плохой плод, который я все еще What are you приношу. talking about? О чем ты здесь I have говоришь? been a slave of sin. I'm still. Да, вы были рабами греха, мы все еще рабы греха. When I, for the first time, this was when God started to speak. I was 2 years a Christian. God started to speak about the new covenant. This was Ezekiel and then Hebrews and this verse. Знаете, мне было пару лет во Христе, когда Бог начал говорить мне о Новом Завете, Иезекииль, послание к евреям, к римлянам, вот это все. And I imagined one of the leading elders would come to the church and say, here we got a letter of St. Paul, the apostle. Знаете, у меня такая картина перед глазами возникла. Пришел бы кто-нибудь из старейшин нашей церкви и сказал бы: друзья, мы только что получили послание от Павла. Before I start reading it, let's remember he's an apostle, he's inspired by the Holy Spirit, and he wrote the truth in his letter. This is reality, this is the truth. Прежде чем мы откроем его письмо, я хочу вам напомнить, что это великий апостол, который пишет нам под водительством Святого Духа. Это человек, который говорит только истинную правду. So as it is custom in Germany, the weakest Christians sit in the back. No. If there's a pillar, they would sit behind the pillar. В общем, самые слабые в вере люди, прихрамывающие, они всегда сидят на задних рядах. Если в церкви, в здании есть колонны, они всегда сидят где-нибудь за ними. So I'm the weakest of all, and I hide behind my pillar. Знаете, и я самый слабый из всех. Сижу там тихонько за своим столбом на галерке. And here comes the elder reading this letter from Paul. И выходит старейшина, чтобы зачитать всему собранию письмо от Павла. And then he comes to verse 5:17. А потом вот он доходит 6:17. You have been slaves of sin. Но благодарение Богу, что вы некогда But были рабами греху. You, the whole church, А теперь вы, вся церковь. me behind the pillar as И я well. там сижу тоже за своим столбом You радостно. have been made obedient from the heart. Вы были сделаны And it just послушными hits от me. сердца. It just hit me. Знаете, и в этот момент вдруг до меня дошло. Thank God my problem of disobedience is solved. Знаете, я сидел и говорил: благодарение Богу. Моя проблема внутреннего сопротивления и непослушания, она My решена. life, my many month struggle is over. Вот эта бесконечная внутренняя многомесячная борьба, все, ей пришел конец. Remember, this was my problem. I knew the blessing comes with obedience. Потому что каждый понимает, и я в том числе, что Божье благословение приходит на послушание. I knew I'm not obedient. Да, а я внутри знаю, что я не And the послушен. question was, what does it take to become obedient? И ты сидишь и мучишь себя этими вопросами. Что мне еще нужно сделать, чтобы сделаться And I послушным? had all kind of ideas to be more sincere, to repent И у меня more, было to много pray идей. more, to fast. And Надо больше молиться, надо больше поститься, надо больше стараться, надо больше то, надо больше все. here comes the word of God, the Ну truth. вот, приходит нам Слово You Божье. have been made obedient. It doesn't say you're perfect and you no longer sin, you don't have any problems. Друзья, It doesn't say that. здесь не говорится, например, что теперь вы будете идеальны в том, как вы ежедневно живете, и все ваши там какие-то вопросы It исчерпаны. speaks about your innermost situation, your spirit, what God has created in you. Ezekiel 36, I make you a person that is walking in my statutes. I do it. Это перефразированный Иезекииль 36 глава, где Бог говорит, что я сделаю так, что вы будете
исполнять, и вы будете ходить, и вы научитесь. If I would ask you, Если бы я у вас спросил, do you agree with all the commandments? I mean, forgive, humble yourself, obey, pray, seek God, give your tithe. Do you agree with all these little, Например, many commands? Do you agree? если бы я у вас спросил, вот, друзья, вы от сердца согласны с многоразличными божественными заповедями? Прощайте, смиряйтесь, ищите Бога, давайте десятину и так далее, и так далее. Be careful. I don't ask, do you fulfill these things in a perfect way, everything? I ask, is this what you want? Я задаю вам вот такой вопрос. Я не спрашиваю сейчас, исполняете ли вы это идеально, в полной мере, каждый день своей жизни. Но согласны ли вы с этими заповедями от всего вашего To live a сердца? pure life. Чтобы жить жизнью чистой. Born again, you say, yes, this is my desire. This is what I Друзья, want. если человек рожден свыше, он скажет однозначно, это то, чего я жажду в своей жизни. This is, if you can say yes, this is the proof that you are a child of God. You're born again. Более того, скажу вам так, если вы внутри своего сердца согласны, и вы этого хотите, вы реально рожденные свыше от Бога люди. If you must say, forgiving everyone that has hurt me and be obedient and be a servant, no way. Then it's time to repent and come to Jesus and be born again. А если вы слушаете вот эти вещи, Бог призывает нас к святости, к послушанию, к сердцу слуги, и вы внутри говорите, да ну его, зачем мне все это? Тогда вам пришло время покаяться и обратиться ко Христу. But when you say, yes, this is my heart desire. Но, друзья, если вы внутри своего сердца And говорите, this is the proof. Боже, You are a child я и of God. правда всего этого You в своей have жизни been хочу. made obedient from the heart. Это уже- Not from the deeds, from the heart. Это уже означает то, что вы воистину рожденные от Бога люди, которые послушны Богу от сердца, а пока не от дела. Вы понимаете And разницу? it's all by faith. If you don't believe that you are a new person, if you don't believe that this miracle of total change has been happened to you, you will never learn to walk in obedience. You will never learn it. И я могу вам сказать, если внутри вы не приняли этой благодати, которая изменила вас изнутри, которая дала вам новое сердце, вы в таком состоянии никогда не сможете научиться послушанию. Понимаете? Please realize there's a big difference whether you believe you are a sinner that tries to live a holy life, or you are a saint with the life of God on the inside, and now you are ready to learn a holy lifestyle. This is a completely different picture. Друзья, вы же понимаете, насколько радикальна эта разница между человеком, который все еще считает себя грешником, который пытается жить праведной жизнью, и человеком, который рожден свыше, который принял Божью жизнь и который приготовился радостно научиться новой жизни. Before you learn to be obedient in the practical things of everyday life, you have to believe that God made you obedient by the heart. Друзья, прежде чем мы научимся послушанию в каких-то разных практических вопросах нашей ежедневной жизни, этому всегда предшествует откровение и понимание, что Бог уже сделал меня послушным от сердца. God is not Вы talking понимаете? about what you do and what you don't do. God is talking about what He did in you, a new creature, Бог, по new сути, ability, new life, никогда new desire. не начинает с того, что ты сделал и чего ты не сделал. Он всегда начинает с того, что Он сам уже сделал. С нового творения, с нового сердца и с нового желания. Paul says in Romans 8, what the flesh was not able to do, God did it. И то, что написано в Римлянах 8 главе, то, что было не подсильно плоти, сам Господь совершил. I say it with my words. He broke the power of sin in you. Знаете, и что Он это такое сделал? Он разбил власть греха в твоей жизни. This is Romans 8:2. Римлянам The 8:2. law of the life Закон of the Spirit. Духа жизни
закон Духа The жизни. Holy Spirit in you has a law. У Духа Святого внутри есть закон, можно does так that сказать. mean? Что это It означает? works every time. Этот закон работает всегда. We have the law of gravity. Это сродни закону Let me explain to притяжения, you what this земного means. тяготения. For a moment, I take your iPhone. Говорит, подожди, сейчас на минутку воспользуюсь твоим телефоном. What will happen if I drop it? Да, друзья, что будет, если я сейчас разожму руку? You say, well, it happened once, but what if we do it 100 Друзья, times? в общем, если разжать руку, предмет упадет. И можно So we- говорить, ну, может быть, один раз We упадет. crash 100 iPhones, and Давайте the у вас у result is всех always the соберем same. ваши Can I have телефоны, one of your iPhones, айфоны. please? Друзья, все, у кого айфоны, несите их сюда, In мы order to будем convince the last Мы person. будем делать краш-тест. Друзья, давайте соберем у всех телефоны и проверим, что будет каждый раз, когда будем разжимать руки. After we have crashed 70 iPhones, you say, maybe it's a law. It works every time. Знаете, и может быть, после того, как 70 айфонов будут разбиты, человек скажет, о, это должно быть закон. A law has nothing to do with what you believe. Друзья, It's в just a определенном law. It смысле мы же functions every понимаем, time. законы всемирные, они не имеют никакого отношения к нашему It's представлению just о них, enforced. они просто работают. And the Bible says, the law of sin was working in you. Здесь Писание нам говорит, что внутри каждого из нас работал закон греха и You смерти. didn't get up in the morning and say, I'm a sinner. I must make sure today I will sin because I'm a Знаете, sinner. я уверен, никто из нас не жил в этом удивительном самовнушении. С утра встал, и первая мысль, я грешник, пойду на пакостить. Even before you Понимаете? get out of bed, you start sinning. Oh, this terrible job, and I don't like my boss, and I don't want to go. Знаете, людям даже ничего говорить не надо. Они с утра встают уже заряженные грехом на этот долбанный начальник. As soon as you open your eyes, you start sinning. Да, это еще до того, как люди глаза свои Not открыли. because you try Они, so hard, but because you are a sinner. они просыпаются и погнали. И это не потому, что они так сильно напрягаются быть грешниками. We all know about this law of Мы sin. все понимаем, правда? Вы понимаете. Закон греха и смерти, Paul действующий says, в человеке. now there's a new law working in Но you. Павел говорит нам, друзья, теперь в нас работает новый закон. And every blessing comes through faith in God's word. И всякое благословение в твоей жизни придет через веру в Божье Слово. And when he says there's a new law working in me, Когда which is Божье the person, it's Слово the Holy Spirit. Говорит, что есть закон Духа. Дух — это личность, Дух Святой. У него есть закон, который работает теперь And he внутри. will not set me free one day if I try hard. He has set me free from the law of sin and death. И суть происходящего заключается не в том, что Дух Святой некогда, в какой-то момент времени освободит меня от закона греха и смерти, если я сильно постараюсь, но Он уже, закон Духа жизни во Христе, уже освободил меня от закона греха и смерти. He has set us free. Друзья, Он уже освободил нас. Past or future. Друзья, уже освободил. Это прошедшее время или будущее? It's presence. He has done it. Да. Not he will do it. It's done. В английском у них вообще полное смятение. Это настоящее совершенное время, которого нет в русском языке. The В Holy общем, это уже Spirit on случилось. the inside. И действует сейчас. It's a person. Дух He's Святой, near to you. который пришел, Trust him. но все еще в When was нас. the last time you told him, thank you, that you are the law of life in me? И который действует. Друг мой, когда ты в последний раз сказал спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты и есть закон Духа жизни, который сегодня действует во See мне. what we have to learn? Вы понимаете, чему нам всем Jesus says, следует научиться? abide in me, and Иисус you will говорит, bear fruit. пребывайте во мне, и только тогда сможете приносить плод. If you hold hands with the Holy Spirit and rejoice in His presence and acknowledge that He is there and that He is doing His work right now, Друзья мои, если бы только мы каждый раз брались за руку Святого Духа, признавали, что Он есть, признавали все, что Он сделал для нас, и разговаривали бы с Ним, и благодарили Его. you will not fall back into your old sinful Друзья, habits. тогда никто из нас не будет впадать в наши колеи.
прежние греховные привычки. This is what we have to learn. Друзья, и это то, чему нам всем стоит научиться. In communion, in fellowship. Друзья, пребывайте в общении с Духом In Святым. every situation, remember He's there. В Hold каждой hands. ситуации Thank you. помните, Он trust рядом. you. I Дайте Ему cannot, but свою you do руку. it. Скажите Ему: Дух Святой, я доверяю Тебе, я сам не справлюсь, но Ты сможешь. His law is working in you. Его закон Духа жизни работает в And нас. you just trust Him И мы просто доверяем Ему. and see that you can do the impossible. И убеждаемся в том, что вместе с Ним мы сможем сделать Conquer your невозможное. anger, conquer your Победить свой eyes that гнев. have desire to see ugly things. Победить эту тягу наших глаз видеть какие-то мерзости. Sometimes Christians ask me when I speak, maybe later I will do it again here. I speak about the danger of media, movies, Знаете, иногда videos. у меня бывают такие разговоры, я this. не знаю, вернусь я к этому в этот раз или нет, но я обсуждаю, например, с христианами опасность различных источников информации, которые есть в нашей Then жизни. I explain that the eye is the door to your spirit. И мне, конечно же, нужно объяснять людям, что наши физические с вами глаза — это двери в наш дух. And then some people ask, but what about this series? What about this movie? Can I see this? Is Знаете, this okay? и люди ко Is мне this... начинают приставать с I can конкретными watch. сериалами, с конкретными какими-то фильмами. Говорят: а вот это можно посмотреть, а вон то, а еще вот это. And what they want is a list of the forbidden videos and Знаете, movies. и люди начинают требовать с меня список запрещенных фильмов и сериалов. And a list of those few things that are okay. Да, и такой же разрешительный список того, что можно It посмотреть. doesn't work like this. Знаете, друзья, это Because так не работает. even if we would create such a list, Потому что даже если бы мы создавали подобные списки, in this 1 hour since we're here, they have already produced a few hundred more pornographic videos. знаете, за They are тот not on час the list. или за два, которые мы здесь провели, они уже нашлепали тучу всякой мерзотной нечистоты, порнографической, такой-сякой. И мы никогда не поспеем с нашими списками. So you go home with your list, Знаете, и ты такой со своим списком домой пошел. and there's a new movie. А You вот check your list. Oh, it's not on the list. премьера! Hallelujah. В списке нет! Аллилуйя! Do you see? This is stupid. Знаете, это очень глупая We логика. don't have. This is legalistic. This is Знаете, some kind of. это очень странный законнический подход к этому, конечно же. No, we have a person. Друзья, On у the каждого inside. из нас внутри живет личность. He's communicating with the Spirit. Это личность, которая все время хочет общаться. Stay in contact with Him. Друзья, оставайтесь с ним на And as связи. long as you hold hands with Him and enjoy His presence and talk to Him, oh, isn't that interesting what is on the screen? Oh, look at this. This is nice. Don't you think so? И до тех пор, пока вы способны сказать: о, Дух Святой, ты видишь вот это на экране? Скажи, интересно. As long as you honestly have fellowship with the Holy Знаете, Spirit. друзья, до тех пор, пока мы с ним согласны на честный разговор с Enjoy. Духом Святым. But you know, if there's something ugly, dirty, evil, bad, you cannot share this with the Holy Spirit. Знаете, и Look at this. если Oh, это isn't что-то this wonderful? нормальное, Oh, how can we enjoy мы it? всегда его радостно можем спросить: Дух Святой, интересно, правда? А когда начинаются мерзости, мы-то понимаем, что не надо уже ничего у него спрашивать. So you don't have a list, you have a person. Друзья, нам списки зачем? У нас личность есть. And as soon as he's raising his eyebrows, И как только Дух Святой внутри начинает приподнимать брови, you say, thank you, I understand. мы говорим: спасибо, я все понял. Stay in fellowship. This is what Это, Jesus друзья, says, abide in me, then это you will bring упирается forth fruit. во взаимоотношения. Он говорит: пребывай во мне, и тогда ты сможешь приносить плод. He will lead us into all the truth. И Он способен He наставить is нас our на всякую helper истину. to produce a holy, God-pleasing lifestyle. Он наш помощник в том, чтобы помочь нам иметь этот прекрасный, богоугодный образ жизни. And we acknowledge His working from second to second in us. He has set us free from the law of sin and death.
И мы можем признавать это каждую секунду нашей жизни и благодарить Его за то, что мы свободны, друзья, с вами от закона греха и смерти. This is the most simple version to explain what it means to live a holy life. Это очень простая версия того, как объяснить человеку, что значит жить святой жизнью. Paul says, may the peace of God be the judge Павел in говорит, your heart. да руководит вашими сердцами мир Божий. Но, например, дословный перевод говорит, пусть мир Божий производит суд внутри ваших сердец. And this word judge Руководит или судит. is like in a game, a referee, or how you call this guy. He's watching that everything is done according to the order. If there's a foul, he was whistle. В общем, это как в какой-нибудь I don't know the игре речь идет о рефери, да, о судье, который видит, что если какое-то нарушение произошло, он начинает свистеть в свисток. And if it's a severe foul, he would pull out the yellow card. Да, и я не знаю, желтые карточки, они красные, белые вытаскивают, да. Ну, в общем, как только произошло какое-то серьезное нарушение, он начинает вытаскивать карточки If it свои. gets even more serious, the red card. That means в общем, leave the ground. начинается с желтой карточки, простите, я не в курсах, а если красная карточка, то все, нарушивший игрок удаление. He's the judge. He's Это alive. рефери, He has an судья, opinion. живой. He shares У his него есть opinion. свое мнение, и он этим мнением не стесняется By giving you поделиться. peace and joy or withdrawing the peace. Знаете, и он дает тебе свой мир и радость. А как только что-то не так, он начинает у тебя это просто отнимать. When you lose your peace, that means that was wrong. И как только ты внутри своего сердца потерял мир и радость, He's real. He's a person. он живой, он реальный, Can't communicate. он личность, он умеет разговаривать. People say, but I don't hear the voice of И God. люди говорят, ну я не слышу голос Божий. You do. Нет, слышишь. This is why you feel bad when you did something wrong. Именно поэтому ты чувствуешь себя так ужасно, когда ты что-то This is напакостил. why you feel joy when you did the right thing. Именно поэтому ты можешь ощущать внутреннюю радость, когда ты сделал что-то чудесное. Remember last time when you went to someone and asked for forgiveness? Вы помните, например, ситуацию, когда в последний раз вы пошли к какому-то человеку Because и, например, попросили you're sinning прощения, towards that person. потому что вы понимаете, что вы согрешили против этого When you're not человека. really trained as a disciple, it's difficult for you to go and say, I was wrong, please forgive И я me. могу себе представить, что человек, который не был в достаточной мере наставлен как ученик Христа, такому человеку трудно пойти и реально сказать, просто простите. But once you've done it, you fly. Да, но как ты пошел и сделал это все, ты потом полетел, у тебя крылья выросли. God shares His joy of your obedience with you. And Потому you have что this joy. Бог дает тебе пережить радость твоего правильного действия. Он ее разделяет с тобой. His joy is the message, well done, my son. Знаете, и это такой индикатор, когда Бог нам фактически I'm говорит, pleased with you. хорошо, мой добрый и верный сын, я доволен This тобой. is the Holy Spirit. Это Дух Святой. He's working on you. He's alive. Он живой, он действует там, Stay внутри. in contact. Оставайся с Ним. Trust Him that He is a powerful law, На stronger than the связи. law of sin. Осознавай, что Его закон Духа, жизни, он гораздо сильнее, чем закон греха и смерти. Many times I pray this verse, Romans 8:2. Я Thank you, часто Holy Spirit. You are the Spirit that makes alive in Christ Jesus. молюсь этим стихом, я говорю, благодарю Тебя за то, что Твой закон, Дух Святой, дает мне жизнь. And you have set me free И from the Ты law уже of sin and death. освободил меня от закона греха и смерти. Thank you so much. Спасибо Тебе за Your это. law, your presence is stronger than the law of sin. Твой закон, Твое присутствие гораздо мощнее, чем действие закона греха и I смерти. trust you. И я доверяю Тебе. We don't go by laws and regulations. Никто из нас не призван жить какими-то правилами на бумажечке. Yes, we need the word. We need the Однозначно, commandments. нам нужны заповеди, никто не сможет этого But оспаривать. whenever you read the Но commandments, каждый раз, когда ты читаешь какую-то Remember. заповедь,
Помни, this is your promise. Это This is the kind of life that you produce in me. одновременно и обещание такого рода жизни, которую Он сделает внутри тебя. You see, there's a totally different view than me, poor, powerless person. I'm supposed to do this thing, but I know I cannot do. Знаете, это совсем другое ощущение и другое понимание. Это не так, что ты несчастная жертва с требовательным Богом, и как Павел, все, что ты можешь сказать, ну, мне так бы хотелось, но я не могу совсем. Every commandment is a promise. Потому что всякая заповедь – это еще и It's обещание. the promise, this kind of Обещание, behavior and life He will produce что in me. та заповедь, которая описывает определенный плод, определенные свойства характера или образ поведения, Он своим духом способен внутри нас производить. This is how you learn not to trust in your weakness, but to trust in His Друзья, strength. и так мы учимся не доверять и не уповать на свою слабость, а уповать на Его силу. When you were born again, Когда ты был рожден you свыше, were made obedient from the heart. ты сделался Богом послушным от сердца. It's not talking about behavior. Здесь не говорится об идеальном поведении, Talking about но innermost realities. о внутренней реальности, которая поселяется внутри нас. And the more you trust in these И чем больше realities, ты начинаешь опираться на эту внутреннюю the more реальность, easy and natural it тем becomes легче и естественней to тебе live this new life in the становится Spirit. практиковать новый образ жизни в духе. I'm a new Что creation, это значит? Я новое творение. much more than just being forgiven. Это нечто гораздо большее, чем я просто получил прощение за все свои старые грехи. Being enabled, being empowered. Это значит получить силу, это значит получить способность, Because His supernatural power is working in you. потому что Его сверхъестественная сила действует внутри So вас. many times when we talk about the supernatural, we think about raising the dead and doing all kind of miraculous Знаете, things. когда люди слышат слово «сверхъестественное», они моментально воображают какие-то события, например, там, воскрешение из мертвых, там, исцеление, какие-то очень вот такие вещи Yes, всякие. and these days will come back. И, аллилуйя, все эти дни, они обязательно But вернутся, before these days старые. come back for the church, Но прежде чем вот это вернется в силе в we церковь, learn to live in purity, друзья, мы сначала научимся жить в чистоте, without anger, without jealousy, без злости, без Without ревности, соперничества, fighting each other. без того, чтобы грызть друг друга. and living in harmony, Когда мы научимся жить в подлинном единстве, submitting one когда мы another. научимся in the жить fear of в God. смиренномудрии, в страхе Божьем. First purity, then power. Сначала чистота, потом сила. This is the message to the church. Это послание Божьей First Церкви. purity, Сначала then чистота, power. потом сила. Yes, the power is in store and it will come Да, back. и однозначно сила доступна, она хранится, и она вернется. But first, He will Но сначала establish His holiness in Бог the church. хочет установить свою святость в своей церкви. He will do it. И Он сделает это.